Здравствуйте, дорогие ученики! С вами снова ваша учительница Талжан, и мы с вами продолжаем тему падежей. Сегодняшняя тема – это шығыс септік, исходный падеж. И, как всегда, чтобы вы поняли важность этого урока, я вам задам традиционный вопрос. Знаете ли вы, как можно сказать «я дома» или как можно сказать «папа на работе»? Если вы знаете ответы на эти вопросы, знаете, как это нужно сказать на казахском языке, как всегда, пропускайте. Если нет, тогда слушайте внимательно, сейчас я вам это объясню. Чтобы составлять вот такие простые предложения, нам нужно знать некоторые окончания шығыс септік, исходного падежа. И эти окончания у нас да, де, та, те, ну и дополнительно нда, нде. Про нда, нде мы с вами поговорим чуть позже. Сейчас давайте разберем да, де. Для начала нужно сказать... Эти окончания играют роль таких предлогов в русском языке, как в, на, у и так далее. Допустим, чтобы нужно сказать он на улице, мы должны для начала сказать слово он, ол, и сказать слово улица. Получается ол, дала. Теперь после этого добавляем окончание да. Получается ол, дала, да. В русском языке слово на, предлог отдельный, он стоит перед словом улицы. А у нас же вместо предлога на мы добавляем окончание да после слова улица. И получается ол, дала, да. Нужно сказать теперь он дома. Это будет уже слово мягкое, дом, и, поэтому окончание у нас тоже после слова и будет мягким. Он дома, ол, и, де. Ол, и, де. Теперь нужно сказать он на работе. Ол, работа, жұмыс, и после этого добавляем окончание та. Ол, жұмыс, та. Потому что слово жұмыс у нас заканчивается на глухую букву, и окончание тоже должно быть глухим. Ол, жұмыс, та. Давайте теперь попробуем сказать мягкое слово. Пусть это слово будет күрес, что-то на ум, что-то ничего другое не приходит. Он на битве. Ол, күрес, и мягкое окончание те, потому что само слово мягкое. Вот таким образом мы с вами образовали предложения, которые отвечают на вопросы где. Он где, он там, он тут и так далее. Теперь, что касается дополнительных окончаний нданде, эти окончания у нас добавляются после тәуелдік жалғау, после притяжательного окончания. Например, нужно сказать он у себя дома. Сперва говорим его дом. Он, ол, и после этого говорим дом, и после слова «үй» мы добавляем тәуелдік жалғау, үйі. Получается, его дом. Мы указываем, что это его дом. Он у себя дома, ол, үйі. После этого добавляем специфическое окончание жатыс септік, нде. Ол, үйінде. А если это будет твердое слово, тогда мы говорим он у себя на работе. Мы должны сказать он, ол. Сперва говорим жұмыс. После жұмыс добавляем тәуелдік жалғау, жұмысы. Ол, жұмысы, нда. Получается, не просто он на работе, а он у себя на работе. Ол, жұмысында. Вот таким образом мы с вами разобрали все наши окончания жатыс септік. Будут вопросы, пишите. Всегда слежу за комментариями. Спасибо за внимание. До новых встреч. Приведем следующий пример в битве. Что-то на ум мне больше ничего не приходит. Мягкое слово, которое заканчивается на букву. И на ум приходит слово күрес. Күрес — это битва. Он на битве. Да, или да, он в битве. Он погиб на битве. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't